Более 100 тысяч гривен в поддержку телеканала АТР собрали на онлайн-аукционе. К акции присоединились как известные, так и простые люди. Выставляли знаковые и дорогие для себя вещи. Были также лоты, сделанные своими руками. Об итогах аукциона в сюжете. Украшения, картины, коврик для молитвы, одежда и даже чебуреки. Все это выставляли на онлайн-аукцион в поддержку АТР, который стартовал 10 марта. Участники выставляли памятную вещь и определяли цену на нее. Рифат Чубаров предложил именную ручку. Певица Джамала выставила на аукцион дизайнерскую шляпу. Лоты какие-то такие простые и памятные вещи. Но для нас это знаково очень важно. Мы поняли, что украинское общество и вообще общество неравнодушных людей в разных странах, оно готово нам помогать. Спасибо всем, кто, даже не будучи никак вообще причастным к крымско-татарскому телеканалу, почему-то понял, что он может и должен помочь. Больше всего желающих помочь каналу АТР заинтересовал лот журналиста Романа Цымбалюка. Он выставил толстовку с надписью «Укроп», в которой спрашивал о войне России против Украины на пресс-конференции Владимира Путіна. Думав, по-перше, що виставити, а з іншого боку з'ясувалося, що нічого в мене такого і немає цікавого. От подумав, що це може бути цікавим. Виставив, починалися торги з 350 гривень. Перший раз $300 запропонував Андрій Бурмакін, він з Улан-Удэ, Російська Федерація. А коли я у нього запитав, куди вам відправляти, а він сказав, насправді мені футболка не потрібна, я як новий власник наказую чи повеліваю, як то кажуть, щоб її поставили знову ж таки на другий раз на аукціон. Власне, так і зробив. І купила дівчина з Москви за $303 цю толстовку. Але цікаво те, що вона з Москви, але коли ми з нею познайомились, зустрілись, то Тетяна з'ясувала, що вона киянка. Вот такая история. Присоединились к акции в России, США и Канаде. Закончился аукцион 1 апреля, в день, когда телеканал АТР прекратил вещание на территории аннексированного Крыма. Ему не выдали российскую лицензию. На спасение АТР собрали более 100 тысяч гривен.